Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Никогда наш путь простым не был. Продолжаем укрепляться и проявлять чувство единства. Хотелось бы как-то у Минтимира Шариповича рассказать в жизни, как получилось. В 1698 году по указу царя Петра Великого был учрежден первый российский орден святого апостола Андрея Первозванного. Шаймиев Минтимир Шарипович, государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. После забегов в деревне оказалась лошадь. Лошадь оказалась очень именитая, чемпион. Ее дали как племенную в деревню. Начальство, в том числе председателя моего отца, возило. У нее была такая, значит, вместе с лошадью дали и такие маленькие легкие сани. Мне казалось, она, наверное, бегает со скоростью 200 км в час. Настолько быстро это было, да, вот она просто летела, и ноги еле задевали снег. Когда Шаймиев приезжал в деревню, у нас с отцом была обязательно у них церемония, они пару кругов на этой лошади делали. И вот однажды мы поехали, значит, в деревню, оставили лошадь во дворе, а лошадь как-то зашла в сарай, а в сарае была вода. И лошадь попила вот эту воду. И уже на обратном пути мы все поняли. Лошади после поездки в течение 2 часов категорически воду пить нельзя. И когда мне отец рассказывал это Минтимиру Шариповичу, вот у Минтимира Шариповича были слезы, я видел их, да, как он расстроен был вот этой лошадью, потому что лошадь для него было это что-то такое родственно живое, близкое. Но никогда в жизни больше эту тему они не вспоминали, и я никогда больше таким грустным и со слезами на глазах Шаймиева не видел. Благодаря труду, который удается исполнить свои обязанности по жизни, государство, правительство всегда замечают и создают условия для дальнейшего труда в интересах нашего государства, многонационального, многоконфессионального. Владимир Владимирович, несмотря на все сложности, которые сейчас мы переживаем или являемся участниками, соучастниками во всех процессах сложных, политических, экономических, никогда наш путь простым не был. Об этом уже, как говорится, возраст позволяет сказать, как есть, но мы бы хотели от всех, выражая глубочайшее уважение к нашему президенту нашей страны, в этих условиях. И я даже прошу, если где-то вот даже последние показатели развития Российской Федерации, и в этом году включая, несмотря на все, что происходит в мире, мы продолжаем укрепляться и проявлять чувство единства. Это по жизни, когда уже в этом процессе находишься, я как-то имею на это моральное право сказать, удается вам сплотить наш народ, он многонациональный, многоконфессиональный, и в этих условиях обратить вас, дорогие друзья, на основные показатели развития Российской Федерации за последнее время, даже я бы сказал, даже за последние годы, и
И даже последний, я бы даже сказал, квартала. Страна по основным экономическим показателям как никогда в такой адекватной такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, и, значит, обеспечиваем дальнейшее укрепление единства нашего государства. Это, ну, мы с вами все знаем, это хорошо, что вы находите понимание у всех граждан нашей страны. И та линия, которая в этих условиях, благодаря тому характеру и опыту, она приносит успех. Обратите внимание на последние показатели развития Российской Федерации по всем основным экономическим, не говоря о политике, которую проводим и вами. Она как никогда по основным направлениям развития страны положительная. Иной раз мы уже проходили очень сложный путь и проходим, продолжаем, но наша подготовленность и внутренняя, которая проявляется в патриотизме наших граждан в такой степени, какой вот сегодня, она говорит, что мы сильны, мы едины. Сейчас Тимир Шарипович вспоминал и сказал о том, что происходило, как шло становление за последние годы нашей страны, и чего мы добились, стали гораздо более самодостаточными. Без самодостаточности не может быть суверенитета. А самодостаточность достигается на всех направлениях работы, на всех. И в творчестве, и в науке, и в производстве, и, конечно, в ратном деле. Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно. Россия сейчас переживает нелегкие времена. Говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желание укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей, для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны. И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад. Спасибо за это большое. Успехов!